Бойцы студенческого отряда правопорядка и добровольная народная дружина «Университет» оказывают большую помощь столичной полиции в поддержании общественного порядка на территории студенческого городка. Студенческий отряд правопорядка при первичной профсоюзной организации студентов Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова совместно с сотрудниками батальона патрульно-постовой службы ежедневно патрулирует территорию старейшего вуза Республики Саха-Якутия. Добровольная народная дружина «Университет» задействуется при проведении общегородских мероприятий. На сегодняшний день бойцы не только пресекают административные правонарушения, но и принимают деятельное участие в раскрытии преступлений. Сотрудники дежурной части при получении информации об участии в правонарушениях и преступлениях молодых людей передают ориентировку не только наружным службам полиции, но и студенческим отрядам правопорядка, что приносит свои результаты. В рамках федерального закона за номером 44 в Северо-Восточном федеральном университете создан добровольные народные дружины, куда входят не только студенты, но и преподавательский состав, работники Северо-Восточного федерального университета, которые перед выходом на охрану общественного порядка приходят в пункт полиции Студгородок, где проводится инструктаж, и совместно патрульно-постовой службой с участковыми выходят уже на охрану общественного порядка на территории Студгородка. К примеру, в пункт полиции Студгородок межмуниципального управления МВД России Якутское поступило заявление от 20-летнего молодого человека о том, что он стал жертвой телефонных мошенников, которые под видом покупателей его сотового телефона готовы были перечислить деньги на карту. Заверив, что деньги переведены, они забрали сотовый телефон, а деньги так и не поступили на карту продавца. По данному факту в ходе оперативно-розыскных мероприятий при участии активистов студенческого отряда правопорядка были установлены трое молодых людей: 20-летние уроженцы Нюрбинского и Намского районов, а также уроженец Киргизии, находящийся в местах лишения свободы. Как пояснили задержанные, у них отработанная схема обмана доверчивых людей. По факту данного мошенничества возбуждено уголовное дело. В 22 часа в пункт полиции Студгородок поступило заявление от мужчины, что с его банковской карты, которую он потерял и не заблокировал, похищены денежные средства в сумме 7800 рублей. После этого потерпевший обратился в полицию. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий при участии активистов студенческой добровольной народной дружины подозреваемый в совершении кражи денежных средств был установлен. Им оказался 22-летний уроженец Татинского района, ранее несудимый, у которого в ходе обыска изъята карта потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». И это только часть совместной работы полицейских и студенческой молодежи. Активное участие студентов в деле поддержания общественной безопасности и правопорядка является эффективной формой воспитания правовых основ у студенческой молодежи. Сюжет подготовлен пресс-службой МВД по Республике Саха-Якутия.